Vakit gelse zamanısı Qanday ömür sürmürüp özümüney qılsın Anday qılba degan sözdür айтылбаса. Сегодня у нас в гостях Азире Асылбек. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Вы автор и исполнительница песни «Кыз». Мгм. Вот расскажите о себе, чем вы вообще занимаетесь? Ну, я, можно сказать, такой человек в свободном плавании. Я занимаюсь тем, к чему душа тянет, знаете, так периодически. Я люблю музыку, но не профессионально этим занимаюсь. Я очень сильно увлекаюсь театром, пытаюсь что-то делать, какие-то любительские проекты. И преподаю английский язык, работаю фрилансером иногда. Эта песня первая? Первое. Но она полностью авторская. Вот расскажите про нее. Она, да, полностью авторская, если не учитывать то, что трек музыкальный я приобрела в качестве лицензии. То есть я приобрела разрешение использовать этот трек у зарубежных диджеев. Расскажите про текст, потому что, ну, насколько я понимаю, вы сама более русскоязычный человек, Да. но текст, он на кыргызском, и мне кажется, это тоже был определенного рода расчет. Это был большой вызов для меня. Я сначала думала, надо написать песню, вот такую вот тему. Думала, может, на английском, может, на русском, но потом подумала, в принципе, основная аудитория, до которой я хочу донести смысл, это кыргызскоязычная аудитория. И я подумала, может работать с акынами, но так как у акынов, они не могут до конца понять мой, скажем так, экспириенс, опыт и донести мою мысль, я решила писать сама, потому что многие зарубежные, например, исполнители, они пишут сами свои песни. Я решила писать сама, и это было для меня вызовом. Я решила, что буду писать на бытовом, понятном языке, потому что, конечно, основная аудитория должна быть кыргызскоязычная, но я бы хотела, чтобы русскоязычные люди тоже поняли, чтобы это было доступно максимально. Ну, вы говорите, что вот, например, акыны, они не могут до конца понять то, что вы подразумеваете, да? И мне просто показалось, что вообще вас к написанию этой песни подвело что-то очень личное. Опыта как такового у меня не было. Я воспитывалась в очень такой хорошей семье, достаточно гуманной. У меня друзья достаточно такие толерантные люди. И такого прям личного опыта, как людям кажется, у меня нету. Но я точно могу сказать то, что каждая девушка, не буду говорить каждая, скажу, наверное, где-то 90% девушек в Кыргызстане сталкиваются, да и не только в Кыргызстане, во всем мире сталкиваются с определенными видами дискриминации. Там есть боди-шейминг, есть на работе, например, на рабочем месте бывает такое, то, что меньше, чем мужчинам платят за одну и ту же работу, да. Ну и вообще такое психологическое давление со стороны общества в целом. Вот именно это и натолкнуло меня на написание песни. Каждый раз, когда мне что-то такое рассказывают, и со мной тоже не раз бывало там, повседневные такие случаи дискриминации, такое, конечно, бывало, и я очень чувствительный человек в плане, я очень мало выражаю свое какое-то недовольство или там свои чувства, да, именно в агрессивном виде. Но это все у меня копится внутри, а потом как-то вот так выходит сразу. Через творчество? В основном, да. Вы себя бунтарем считаете? Я в последнее время осознала, что да, оказывается, я бунтарь, хотя раньше я вообще так не думала, потому что в моем обществе очень много людей, которые мыслят так же, как и я. Я думала, я просто одна из них. А сейчас мне начали люди говорить, насколько я смелая, насколько, как я решилась вообще на такое пойти. Я понимаю, по общепринятым признакам, наверное, да, в какой-то степени. В общем-то, вам 19 лет. Было много комментариев очень разного рода. Мол, 19, это такое полуподростковое, полуюношеское, такое действительно бунтарство. Мне вообще кажется, что я в любом возрасте чувствовала, что это все серьезно. И вообще есть же такой термин дискриминация по возрасту, это тоже своего рода дискриминация. Но опять же,
каждый человек имеет право на свое мнение. Если человек говорит, что 12-летняя девочка не может ничего, то я предпочитаю оставить его вместе с его мнением, потому что рано или поздно человек сделает выводы, но если не сделает, то что я могу поделать. Но вообще, как я сама это воспринимаю, я человек, который очень быстро всему учится. Я рано закончила школу, очень рано, в 14 лет. И дойдя до 3-го курса в универе, поучаствовав в разных социальных проектах, пообщавшись абсолютно с разными людьми, я понимаю, что проанализировав весь свой вот этот вот путь до 19 лет, я понимаю, что это вполне серьезно, это мое осмысленное решение, и поступки сейчас я совершаю довольно-таки осмысленно. У вас есть какие-то размышления насчет того, что должно или не должно сделать конкретное поколение? Мне кажется, это и есть часть прогресса, когда люди из определенных слоев общества, из определенных поколений обсуждают друг с другом, иногда, может быть, проводят какие-то аргументы, то есть споры, да, и это абсолютно нормально. И насчет миссии сказали то, что 20-летние иногда ребята, иногда даже 15-летние считают, что надо сохранить вот эти вот традиции кыргызские и так далее, да. Я вообще не против никаких традиций и в общем не против того, чтобы каждый человек имел какую-то свою миссию, которую он хочет донести, ведь в этом и смысл жизни у каждого человека. Просто надо научиться принимать чужие миссии тоже, то есть не то, что принимать, я бы сказала, понимать. Потому что, опять же, мы не можем судить, что правильно, что неправильно. Я сейчас очень абстрактно говорю, я знаю. Но в конечном счете нету ничего правильного или неправильного. Это все относительно, абсолютно все. Кому-то из 90-х кажется, что это неправильно, кому-то из 2000-х кажется, что это супер правильно. И это абсолютно нормально. Я к этому очень-очень-очень нормально отношусь. А как вы для себя выбираете, что для вас правильно? Я считаю, что люди должны мыслить глобально и действовать локально, как бы занудно это ни звучало, то есть сделать такой зум-аут, посмотреть на мир вообще с общего какого-то взгляда, осмыслить какие-то ценности тех или иных поколений, или даже политические ценности, и сделав для себя выводы, что, по его мнению, есть хорошо, уже действовать на свое окружение. Вот что я считаю правильным. В общем-то, в своей песне, и в частности в клипе, вы выступаете, вот так вот, если это сказать, за право выбора и за условное личное пространство. В общем, я очень сильно хотела, чтобы мою песню, даже если она называется «Кыз», слушали и мальчики, и и взрослые люди и так далее. Да? Я бы хотела, чтобы такое произошло. Да, мы опять же говорим то, что я с вот этим выступаю, с вот такой идеологией, и я имею на нее право. И я имею право об этом говорить, и люди имеют право тоже об этом говорить. То есть каждый имеет право делать что-либо, но point в том, что мы должны уважать мнение друг друга. Вот действительно уважать и пытаться понять и не переходить, сказала бы, на агрессию. Раз вы об этом говорите, значит, вы чувствуете, что этого недостаточно. Будет глупо, если мы будем говорить только о Кыргызстане, мол, только в Кыргызстане такая проблема, там права ущемляются. Такое нет, это происходит по всему миру. По всему миру есть какие-то, к сожалению, общепринятые стандарты, по которым судят людей. Если конкретно говорить, то это стандарты, которые относятся, например, к женской внешности, да? Так как моя песня об этом, я думаю, будет правильно, если я об этом начну говорить. И есть стандарты, по которым судят абсолютно всех, но это же неправильно. И никто не виноват, что есть такие стандарты. Просто мы застряли в такой системе, где большинство успешных людей, они имеют большое влияние на, скажем, на людей, которые на них смотрят. И не все, я бы сказала, чувствуют ответственность при этом. То есть у меня есть большое влияние, значит, я должен сделать что-то полезное. Эти стандарты, да, они
заставляют девушек терять свою собственную идентичность. То есть это вообще превратилось в какой-то конкурс понравиться обществу, понравиться мужчинам, чтобы все говорили: вау, как классно, молодец. Но ведь это иллюзия, потому что, может быть, человек, который, например, девушка, которая прибегает к помощи пластической хирургии, да, например, может, она прибегает не потому, что она этого хочет, а потому что общество это хочет, а она хочет нравиться обществу. То есть, понимаете, да? Хотя я ни в коем случае не осуждаю там пластическую хирургию, и вообще люди могут делать все, что хотят в тот момент, когда они чувствуют, что это действительно то, чего они хотят. То есть важны побуждения. Да, важны побуждения, я вот так сказала. Побуждения, которые не вызваны каким-то внешним фактором, а именно внутренним фактором. Можно ли отличать, кем сформулированы эти побуждения? Это очень сложно, и я даже не уверена, что у меня до конца это получается. Вообще, если так судить, то мой клип — это сплошное побуждение внешнего мира, нежели моего внутреннего, понимаете? Но мы сейчас живем в такой стране, в такой сфере, в такой атмосфере, что внешний мир на нас очень сильно влияет. Очень сильно влияет, и мы же не можем сразу перейти на внутреннее влияние. Не все сразу могут перейти на какое-то свое внутреннее «я», когда есть столько всяких факторов в обществе, да? И поэтому это все должно быть постепенно. То есть, например, наше поколение, если, допустим, покажет обществу, что люди разные, люди могут быть разными. Если это им нравится, если это не причиняет никакого вреда непосредственно другому человеку, то это приемлемо. Надо внедрять такую вот идеологию понимания альтернативного мнения. Вот почему вы используете именно тело и такую вот наготу, да, определенную? Многие же под этим видят, первичный контекст, что это разврат. Почему я использую тело? Мне кажется, это очевидно, потому что это и есть такой самый распространенный фактор, по которому судят людей. То есть внешность, тело, одежда. Надо же с чего-то начинать. Вот я решила начать с этого. Вот я удивляюсь, многие говорят: да, Азире, ты права, каждый должен делать все, что хочет, женщины должны иметь свое собственное право, они не должны ничем ограничиваться. Но, знаешь, лучше бы ты не одевала этот лифчик, лучше бы ты что-нибудь на себя накинула. Я думаю, насколько это противоречит вообще друг другу и насколько это является двойным стандартом, да? То есть, по сути, человек сам не может определиться, чего он хочет и какой идеологии он следует. Это нормально, это, скажем, я же не могу контролировать восприятие людей. Мое дело что? Я выложила свою идеологию, которую считаю нужной, выложила на YouTube. И вот эти вот люди, которые, например, комментируют мое тело, говорят там про мою грудь, про остальные части тела, они сами того не замечая развивают эту тему и помогают мне распространить вот такой вот важный разговор, за что я им благодарна. Потому что, опять же таки, любая реакция — это нормально, до тех пор, пока это не причиняет никакого вреда непосредственно человеку. Меня очень много спрашивают: если бы ты могла изменить, то есть клип, если ты могла бы снять его заново, ты бы что-нибудь изменила, ты бы одела на себя что-нибудь? Я говорю: нет. И знаете почему? Потому что если бы я не приняла на себя такой образ, а это обязательно это образ, то такого ажиотажа не было бы. То есть разговор не был бы настолько масштабным в обществе. Поэтому я знала, у себя в голове я знала, что кто-то должен принять такой удар, такое решение именно вот в клипе. Я сейчас не про общество, вот в клипе. И я взяла это на себя, потому что я там являюсь главной героиней, которая продвигает какие-то идеологии. Многие паблики пишут там полуголая, в лифчике, там, если ты не популярная, то делай песню в лифчике. Если бы не этот лифчик, я вам скажу, ничего бы не было. Эти паблики не распространили бы ничего. Тоже, конечно, относительно. И эти комментарии не были бы такими бурными и
ярыми, я бы так сказала. Так что я ни о чем не жалею. Все провернулось так, как в идеале было задумано, хотя я очень сильно сомневалась. Просто я до сих пор не могу опомниться, мне люди вот на улице узнают, и я понимаю, что насколько масштабно это все провернулось. И люди, не осознавая того, сами же становятся частью вот этого вот переосмысления, частью вот этого, ну, скажем, плана. Да? То есть люди сами того не осознают. Каждый комментарий, каждый хейтерский там дизлайк, это все в счет. Я слышала такое мнение, что ну, вот наши люди к такому не готовы. Мы часто используем этот аргумент в каких-либо обсуждениях, что, собственно говоря, нет общественного запроса. Ну, я так понимаю, вы не согласны с этим? Наши люди это тоже очень растяжимое понятие. То есть некоторые готовы, некоторые не готовы. И я была очень рада, увидев, что многие готовы. То есть я не знаю пока, какое там соотношение идет, но я была удивлена количеством людей, которые все-таки нормально это воспринимают. Ну а то, что люди говорят, что общество к такому не готово, ну а когда еще? Ну, когда мы поймем, что общество готово? Вот что должно случиться? Какой-то зеленый цвет загорится? Нет. Ну, кто-то должен это начать. Вот как вы считаете, что вообще испытывают люди, какие чувства? Поговорим именно о чувствах первых, которые смотрят ваш клип, и ну, им не нравится то, что они видят. Я думаю, это то чувство, как будто попробовать какой-то экзотичный фрукт, который никто никогда не пробовал, и он вроде необычно выглядит, потом, ну, вроде вкусный, невкусный. То есть это очень, сказала бы, необычная, наверное, реакция у человека, потому что ну, у нас такого не было же. Кто и когда видел, что девочки в лифчиках и купальниках рядом с девушкой в хиджабе и в платке белом, да, что они вместе что-то делают, это очень необычно для людей. Я понимаю эту реакцию. А вообще вот вы не думали насчет того, что в принципе, ну сейчас вот интернет, мы видим и более оголенных женщин, очень разной внешности, очень с разными посылами и без посылов. Мы видим оголенные, но это вот зарубежные, да, где-то там. Почему настолько эмоциональный отклик на то, что они видят оголенных своих женщин? Я читала, что это называется эффект байстендера. То есть байстендер — это человек, который видит что-то, чем он недоволен, но пока это с ним самим не случится, он не проявит никакую реакцию. А вот когда, ну да, люди видят там много фотографий, клипов зарубежных, девочек, да, и у них абсолютно нормальная реакция, они думают, Запад, что поделать, у нас-то все хорошо. И тут бац, черт, оказывается, и у нас есть. И, конечно же, вот этот факт, я думаю, вызывает страх и, знаете, вот это вот волнение внутри, что... Тревожность? Да, что делать, что происходит. Ну, я понимаю такую реакцию. Не все, опять же, говорю, не все. Некоторые вот... Мне просто каждую минуту поступают сообщения, я уже не успеваю их читать, но многие из них, они такие теплые, они говорят, что очень сильно замотивировались и вдохновились этим, говорят, что у них песни на репите, это очень-очень приятное чувство, но опять же другого мнения я тоже не исключаю. Vakit geldi, zaman ötüp İçkim ağantip söylebek Mumluk gibi anı kılba Sen ağantip kıykurba. В видеоряде вы используете, как мне кажется, символы. Вот эти белые мантии Да, и воду. правильно, да. Белый цвет хороший, черный цвет плохое. Вода символизирует общество и обсуждение общества. И вообще вот, видите, девушки, они по одному, то есть каждая девушка, она примеряет на себя и белую мантию, и черную мантию, как плохое и хорошее в то же время, да. То есть люди делят обычно людей на плохих и хороших. И в большинстве случаев это бывает, исходя из внешности людей. То есть некоторые говорят,
ой, хиджаб это плохо, так нельзя делать, это закрыто, надо быть открытым. Некоторые наоборот говорят, хиджаб это хорошо, надо быть закрытым, нежели выставлять на показ там свое тело. Вот, исходя из этого, конечно, все относительно, люди судят, кто хороший, кто плохой. Но в конечном счете, как вы заметили, я падаю в воду, и вот, то есть хорошее и плохое за мной гонится, и потом они противостоят друг другу, и потом такой кадр, я падаю в воду, и девочки тоже падают в воду и выходят из воды. И у них уже нету мантий, и никто не знает, кто это те белые или черные. То есть в конечном счете есть общество людей, есть обсуждение, и оно всегда будет, и это нормально. Главное, и каждый из нас в него окунается. В определенной степени своей жизни он окунается в это. Главное окунуться и не потерять свое «я». То есть выйти в конце идентичным. И вот в конце, например, клипа там девочки, они являются теми, кто они есть. И все. И никто не знает, они хорошие или плохие, черные или белые. Ну вот узнайте, пообщавшись. Вы вот упомянули про то, что клип не исключительно феминистический, он вообще для всех. Конечно. Почему там только девочки и почему песня называется «Кыз», хотя в песне нет ни одного слова «кыз»? Это потому что я, как автор, я писала это исходя из своего собственного опыта, исходя из своего мировоззрения. Я девочка, и я решила, что представить вот такую мысль, вот такую идею обществу будет лучше на моем языке, потому что других языков я, условно говоря, не знаю до конца. То есть я от имени девочки решила это сделать. Но когда мои друзья слушали, вот мальчики и там взрослые, там родственники и так далее, они почувствовали песню. Они сказали: вау, это же про всех. Это же про свободу, это про навязывание всяких стандартов и так далее. Это про всех песня. И я была очень рада этому, очень рада, потому что я боялась, что это останется в каком-то феминистическом андерграунде. Ну вот это вот интересно, что вы все-таки подчеркиваете, что вы в принципе за права, что ваша песня вообще для всех. Я правильно понимаю, что это означает, что, по вашему мнению, в нашем обществе вообще все люди живут под большим давлением? Ну или вообще под давлением? Могу привести вообще простейший пример. Это случается очень-очень-очень часто. Когда еду в маршрутке, там, в троллейбусе, люди в основном старшего поколения, не буду обобщать, в основном старшего поколения с осуждением относятся к молодежи, которая как-то самовыражается внешними штучками. И это происходит каждый день. Вот буквально вчера или позавчера я ехала в троллейбусе, и я заметила, как один мужчина, пожилой, рядом с ним стоял мальчик, он был в шортах, ему где-то 15 лет, наверное. И мужчина говорит: ты зенген узун гибейсің, давай, типа, что ты не одеваешь ниже колен? Это что такое вообще? Что за молодежь пошла? Он начал так говорить. Я смотрю на его реакцию и понимаю, что ему стыдно, там был целый троллейбус. Ему стыдно, и он просто предпочел отойти и ничего не сказать. То есть такие вот дневные, пусть даже бытовые штучки и говорят сами за себя. Вы чувствуете, что в обществе есть вот эта попытка постоянно границы очертить? Как для личности, так и вообще в целом? Да, есть такое. В большинстве случаев есть. Люди ставят границы, и я даже, наверное, не побоюсь сказать, что это происходит из-за того, что люди очень закомплексованы в себе. Я сейчас не хочу никого осудить, но это так и есть. И никто в этом не виноват. В этом виновата система, в которую мы попали, и наш вызов вообще, вот мы про поколение говорили, мне кажется, вызов нашего именно поколения — выбраться из этой системы. Вот выбраться и показать, что может быть и по-другому. А зачем вырываться из этого всего? Потому что это мешает жить, развиваться или что? Понимаете, это заводит людей в коробки, я бы так сказала. Заводит людей в коробки, где вот общество четко прям делится. Ты туда, ты сюда, ты вот такой, ты сякой.
А ведь если выйти за эту коробку и посмотреть, может, человек может для себя что-то новое открыть, что-то, что ему нравится, или что-то, что он захочет в дальнейшем реализовать или делать, да? То есть, если показать людям альтернативу и сказать, что, «Хей, у вас есть выбор, вы либо делаете так, либо придумываете свой вариант», тогда, мне кажется, намного интереснее жить, разве нет? Выбираться нужно хотя бы из любопытства, хотя бы, чтобы посмотреть, а что там такое, ну-ка, что там такое есть, понимаете? И если человек посмотрит на альтернативу и скажет, нет, мне лучше в своей коробочке, я тут останусь, это абсолютно нормально. Важным эпизодом вот во всей этой ситуации, которая разворачивалась по большей части в социальных сетях, стала публикация вашего отца, ну, где вот он честно, на самом деле, это и написал, да, что, ну, конечно, я не принимаю, да, что вот Заре в лифчике, но это ее право выбора. Но вы же понимаете, что это очень важно, что именно отец выразил публичную поддержку. Мне очень сложно об этом судить, потому что я другого вида отца просто не представляю. Я не знаю, просто мне люди говорят в обществе, какие отцы бывают, там, что они делают, и вообще дают мне читать комментарии всякие. Я понимаю, почему мой папа, оказывается, вау, он такой классный. То есть мне до этого времени казалось все абсолютно нормальным, то, что, ну, так и должно быть. Опять же, розовые очки и все такое. Но, да, я, если так посмотреть, если так зум-аут сделать и посмотреть на всю ситуацию глобально, именно в нашем обществе это было очень важным шагом, я считаю. Хотя я ни в коем случае не просила папу это сделать, я просто обнаружила, что он это сделал. Да, я считаю, что, наверное, это было важно, и это заставило людей еще больше переосмыслить эти вещи. Некоторые СМИ назвали вот вашу песню и клип таким новым направлением в музыке. Вот мне интересно послушать, что вы об этом думаете. На самом деле ничего нового там нету, просто, мне кажется, мало кто делал такое именно на кыргызском языке. Это обычный западный поп с нотками рока, даже если там гитары нету, но там есть немножечко рок. То есть ничего нового я, по сути, не сделала, просто это все на кыргызском и на такую тему, мне кажется, именно поэтому люди и так восприняли то, что типа новое направление. Я люблю называть это социальной музыкой. Мне так больше нравится, потому что социальные проблемы и социальные вклады — это огромная ценность в моей жизни. И я дала сама себе слово, что до конца жизни я буду социально активным гражданином мира. Ну, это довольно смелое обещание. Я имею в виду для себя самого. Да? Хорошо, спасибо. Я желаю вам успехов. Спасибо. Мы ждем ваши новые, да, клипы и песни? Пока ничего не могу обещать, но теперь, так как это приняло настолько большие масштабы, я сейчас начинаю задумываться, что потом, что теперь. Да? Ответственности много? Да, ответственности очень много ответственности. Люди говорят, да ты звезда и все такое, а я кроме ответственности пока что ничего не чувствую.